Пусто, ребята. Проверил первое озеро. И тишина. Очередная тишина. Так, и тут лодка. Я вижу лодку. Может, блин. Ой. Кто-то и тут рыбачит. Поэтому проверяет каждый раз это озеро. Вон лодка. Но лодка наполнена водой. Значит, никого тут не было. И если уток стреляли там, они бы все равно воду выливали, сливали. Пока тишина. Сейчас еще тот угол надо посмотреть. Обычно на этом озере они на середке сидят. Здесь на повороте, вот обычно тут сидят, кормятся. Много воспоминаний про это озеро. Раньше дофига тоже охотился и много стрелял уток. А что-то сей год мало, и сейчас вот тоже охотники как-то рассказывали, что несколько дней сейчас, конечно, перелеты были. Только настреляли тоже некоторые, а сейчас вот перерыв какой-то. Обычно на недельку, может, на 10 дней даже бывает. Но сейчас уже местные утки уже улетели, и сейчас будем ждать северных. И может быть даже я почаще буду выходить на речку, на охоту. Ох, как я ленюсь сейчас тоже. Люблю спать, а уток-то стрелять надо уже на рассвете. Так. Дальше идем в следующее озеро. Вышел на середину озера. Именно середина тут, как скоба, это озеро большое глубокое озеро тут. И по берегу уже ходить не буду, не стану, потому что там непроходимо. Вон такая чаща непроходимая. Если есть, так есть, если нет, так дальше пойдем. Дальше, наверное, пойдем. Здесь много уже натоптали, много охотников уже передо мной тоже ходили. Может, и здесь, смотрите, какая просека, как будто просека. Это я сад здесь в прошлом году рубил зачесы, делал, как бы, чтобы выходить на это озеро, потому что невозможно тут ходить и подходить тоже, нереально там. Если уже здесь вышел, если утки есть, там стреляешь, если нет, так дальше пошел. Вон, зарубки я оставил здесь. Многие пользуются этой тропинкой даже. Смотрят охотники. Вон, какая тропа. Дальше идем. Второе озеро и пустое. Да, и до сюда может с верхней с той избушки, может, охотник приходит. Ну да ладно, пойдем сходим еще 2 озера посмотрим. Одно озеро так себе, не очень, где вот утки сидят там, отдыхают или еще. А второе, следующее озеро, мне нравится там. Каждый раз я вижу уток, и тоже место такое, вот именно место такое, где утки любят сидеть. Там дальше идет это озеро. Утки любят сидеть. Все. Как-то если приблизить, посмотреть. Тоже фокус, наверное, не получится. Да, тишина, пустота. Бесполезно, фокус не получается, сучья мешают. Пусто. Нету никого. Обычно тоже вот здесь и ручей небольшой выходит.
И здесь, в этом месте, обычно любят утки тоже сидеть. Не знаю почему. Годами все равно ты уже узнаешь там, где утки, где звери, где что больше можно увидеть, встретить. Надо просто много ходить. Что у нас все меньше и меньше получается. Никак времени не хватает. И мотика вот видно, что недавно еще поднимался. Ничего тут натоптали на вездеходе. Эта дорога Бамтуй как бы поднимается до Сувидора. Зимник. Прошлой осенью я тоже поднимался по этой дороге на охоту до Сувидора, а по этой дороге спускался. Такой круг сделать можно километров 28 получается. И каждую осень обычно я там прохожу. И может, если время будет, и в этом году в планах у меня тоже есть сходить. Но что-то рябчиков не слышно. Вон вот это озеро еще тянется туда. Маловато что-то в этом году рябчиков не слышно. Еще и вроде и время, и все равно, когда ты пешком идешь, звук там они слышат, там, когда ты громко идешь, они слышат, и все равно они откликаются, свисток все равно сделают. Третье озеро никого. Тишина. И вон та самая избушка, о чем я говорил. И вот видим, там ведро. Значит, охотник тут. Сейчас, может, по ягоды пошел он. Ягоды собирает. Но он утром, вечером тут озера проверяет. 100 пудов. Рыбу плещется мелочь. Ладно, сейчас еще одно озеро проверю и буду возвращаться обратно уже по своей тропинке. Что поделаешь. Первый рябчик где-то вон тут. Сейчас не знаю, 2 раза он свистанул. О, 3-й раз. Это уже в другой стороне. Но он не один тут. Несколько штук. Поближе 2 раза свистнул. И в стороне там слева и рябчик. Наконец-то хоть звук рябчика услышал. Обнадеживает. Это следующий поход будет уже. У меня охота на рябчика. Сейчас я чисто на уток охочусь. И может еще свистит родимая. Пускай свистит. Пусть крепкими станут. Сейчас они еще слабые. И вообще на боровые дичи я еще не охочусь. Хоть там будет сидеть, я не буду стрелять. Рано. Недалеко уже у меня озеро. Будем смотреть. Это последнее озеро на данный момент. Потом я уже будем возвращаться. Один из любимых озер моих. Самое, где я надеялся, что я встречусь сегодня. Хотя с утра уток, но, видимо, тут до меня проверяют. И ни одной утки нету. Здесь всегда я встречаю. Частенько. Каждую охоту я здесь вижу их. Иногда бывает добываю, а бывает и нет. Но видишь, и сегодня что-то непруха полная. И как я понял,
утки держатся в лесных озерах, где вот непроходимо, где вот лес, тишина. А здесь ветрено, шумно. Ну как шумно? Но они осторожные. И на таком ветру они тоже мало что слышат, а в таежных озерах все равно ветер, деревья глушат шум. И они более, как сказать, более надежно себя чувствуют, что вот услышат они подход или еще. А тут ветрено, там поле, луг. И обычно уже когда с севера начнут перелет, они сюда садятся и отдыхают. Да. Тут тоже вот. Там дальше так тоже тягун идет. Дальше озеро, но что-то ничего, никого я не вижу. И слепит меня солнце, напротив солнца. Не вижу я никого. Нет, ребят, пойдем и сейчас без остановки я пойду на избушку. Обратно уже возвращаемся на избушку и нормально попьем чай. Перекур сделаем небольшой и пойдем в другие озера. Там я, наверное, лучше пойду на лесные озера, вот где в самой тайге хитрые озера такие есть. Там еще поброжу, а там посмотрим, что-то удастся или нет добыть. Но начало неутешительное как-то. Ребят, я затопил печку, я на избушке уже. Вон, печка топится потихоньку. Только что затопил. И не знаю, надеюсь, видно. Вот идет пар, потому что прохладно, очень прохладно на улице. На улице сильный северный ветер. Тоже дверь закрою. Так. Все, дым пошел. Тут у меня тоже уже костер. Сейчас чай скипятим и будем обедать. Ну не обеда, завтрак. У меня сейчас время 8:26. Я выехал, наверное, где-то 4 часа, наверное, было. Или я не знаю, ветер, 4, где-то 3:30 я встал. Где-то, ну, грубо говоря, я встал, поехал. Грубо говоря, я поехал 4:15, 4:20, наверное. Пока завел там мотоцикл, поехал, что-то капризничает. Я уже, у меня на мотике в баке, ветер такой, в баке, я не знаю, лет 3, наверное, или 4 уже, наверное. Но лет 3 точно бензин там. И я не сливал оттуда старый бензин. Надеюсь, хватит. Ну, дофига еще, я думал, не хватит. Мало жрет вообще бензина. И надо слить этот старый бензин. И может бензин уже некачественный, поэтому и плохо работает. Но мотор нагрелся и поехал нормально едет. Еще вот у меня поломка. Здесь вот вилка, что-то, какой-то люфт появился. Вилку, надо ремонтировать вилку. Вилка, ну, мы называем вилкой, я не знаю, какая стойка тут. И еще у меня тормоз. Оказывается, тормоза вообще нету. Я вообще без тормозов сегодня. Но я быстро не езжу. Медленно ехал. И надо еще тормоз сделать. И вилку там посмотреть. А там все нормально. Едет. Сейчас вот там маленький ТО сделать, в принципе, надо. Еще в картере надо масло поменять. В коробке. И будет еще 100 лет ездить.
Ветер сегодня, что за ветер? И уже несколько дней, уже неделю, наверное, воет этот северный ветер, блин. Таких сильных, крепких заморозков пока не было. О, все. Загорелось. Эти дрова я и рассказывал я. Они фигово горят. В общем, сегодня ветер и поддувает так. Еще более-менее горит. А так, не очень. Не очень. Плохие дрова попались. Я где-то свалил в тех лесах, на березу свалил и привез. Ну, как бы заготовил. Одну березу я свалил. Но здесь, видимо, или, может, в новолуние попало. Надо дрова заготавливать как бы в последнюю четверть, или, ну, когда уже полнолуние, последняя четверть, когда уже, как еще правильно, да, последняя четверть, наверное. Но ни в коем случае не новолуние. Новолуние, дерево набирает влагу, и она не сохнет вообще. Так что, как горит, поддувает, тяга есть. И прохладно на улице. Я не хотел затапливать печку, а думаю, дай затоплю, теплее будет. Сейчас мы сходим в ту сторону, там минут 20-25 надо пешком идти, где-то километр, наверное, 3 до этого озера, лесного озера, именно лесного. Там большое длинное озеро, но тоже неприятное. Но тоже неприятно такое место, там трава. Но в основном кряку много держится. Будем надеяться, что кого-то увидим, поснимаем, может, подстрелим. Не знаю, что-то пока не везет. Сейчас кипятим чай и пьем чай. Там и на охоту. В общем, поел я плотно. Еще я заваривал, чайник не стал уже заваривать. Вот в эту кружку я заваривал. Заварку поднял, кружку поднял также. Может, мыши прилетят, блин. Вообще уже везде нагадили тут. Остальные продукты я вот здесь оставил. В этой посуде из бересты. Я не знаю, как называется. Чуман. Туис. У нас по-коми туис называем. А по-русски вылетело из головы. В печку еще добавил одно полено. Пусть потихоньку топится. Так, пауэрбанком я немножко подзарядил видеокамеру. И взял только рюкзак, нож и ружье еще возьму. Все, больше ничего брать не буду. Дверь прикроем так. И пойдем. Все. Ветер такой же сильный ветер. Может, это и к лучшему. Но посмотрим. Сейчас будем идти через Ягель. В начале фильма где останавливался, такой же Ягель. И были уже у меня видео про охоту, про как я туда ходил, в общем, на это озеро. Наверное, несколько видео уже. И в этом году первое видео тоже попробуем. Так, вот я еще смотрю рябины. Рябины надо собрать. И нету нигде. Жалко, вот уже промысловый сезон начинается как-то. Надо уже рябины собрать. И что в селе тоже у меня в прошлом году очень много их было. А в этом году вообще нету. Вон там, наверное, 2 кустика. Вроде как. Ну, 3 кисточки. 2 или 3. И когда я ехал с утра тоже через луг, там Нижний Луг, там половина пути, наверное, отсюда. Там одно дерево, такое, невысокое, 4 метра, наверное, высотой. И на этом дереве очень много рябины было. Когда я уже обратно буду ехать, если до темна успею, я соберу, наверное, там еще эти рябины.
А черемых вообще нету. Ну, что-то урожая рябины мало. Если рябины нету и рябчики тоже. Не знаю, как там с охотой будет. Так. Урожай рябины много чего значит. Там рябины нету. Вот бывает там, где рябина, там и этот, как его, ягоды от рябины. А в этом году тишина, пусто. Больше половины пути уже мы прошли. Идем с той стороны. С той стороны вот такой яголь. Место такое, именно вот грибы выходят и туда-сюда. Ну вот, пока я шел, ни одного гриба я еще не видел, не встречалось. Грибов нету, я не знаю почему. И вроде время уже именно сентябрь, самое то. Вот, боровики, такие серые шляпка, я не знаю, как там, как называется, вишгоб. Должно это все уже выходить, но грибов нету. Также ни одного взлета не было боровой дичи. Хотя в прошлом году здесь было очень много их. И на первый взгляд, вот, я думаю, что боровая дичь в этом году мало. Тут недалеко уже озеро. И пока не дошел, вот я пару слов пытаюсь что-то показать и сказать, рассказать. Не знаю, что ожидает, какая охота будет у нас на боровую дичь в этом году. Но в этой стороне их нету почему-то. Наверное, они держатся, где больше черники. Именно я говорил о рябчиках. Глухари они в основном возле болот, где клюква, черника также. И тоже вот следы какие-то вон натоптанные. Не знаю, медведь или кто тут ходил, может лось, их хрен его знает. Тут-то точно лось был. Он скользил тут. Вот это лось. Следы лося. Здесь оленей нету. И под мхом вода. Именно что вода. Очень сыро тут. Хотя здесь сухое место. И боровая дичь, я думаю, быстрее в этом году выйдет на сухое место из сырых, вот где вот сырые места, они обычно там травой кормятся, такие серые. В прошлом году тоже показывал места такие, где вот они держатся и чем они кормятся. Так, брусника тоже, но мало их тут. Мелкая, вон мелкая. Но чуть-чуть есть. Все, больше, наверное, я базарить не буду. Тут осталось-то еще не так далеко. Но не хочу я больше пока разговаривать и буду идти тихо. Потому что, что-то осторожные утки вообще совсем кряк именно. Они вообще осторожные. И болтать не буду. Буду идти тихо. Как кого-то увижу, буду снимать. А сейчас я пока буду идти. Пришел оттуда, где-то уже поворот так, возле озера так смотрю, иду. И пока ни одного взлета еще не было. Место прекрасное для охоты, но трава, утка, наверное, в траве сидит. Может, поздно вечером только выйдет. Вон белка.
рядом оказывается. Чуть на меня не прыгнула она. И ветрено сегодня, очень ветрено. И путаюсь, как будто волны идут. Подходишь там от кустов, там волны идут, а оказывается ветер шатает кусты. Из-за этого, в принципе, для меня хорошо. Шум делает, шум есть. Но ты тоже много раз обманываешься. Так. Тишина. На это озеро большое. На полдня мне хватит сегодня. И потихоньку, наверное, возле озера так буду идти. Если вдруг из травы выскочит утка, чтобы в лед стрелять. Или я не знаю, что делать. По-другому никак. Было дело, была у меня одна собака. И она лайка была. Но как-то я приучил на уток. И она все время по другому берегу и по траве шла она и поднимала уток. Поднимала, я стрелял в лед, когда как получалось. И она даже она приносила утки. Такая рабочая собака была именно на уток. Ладно, я потихоньку, наверное, буду шагать. Неудобно тут идти. Неудобно, но другого варианта нету. Там тоже чаша. И где будут повороты, там я буду подниматься, чтобы посмотреть там, где больше воды. А вот в узких местах, вот как здесь, я буду идти именно возле озера, если вдруг вылетит, чтобы подстрелить лед. Может, никого и не увидим, кто его знает, есть они или нету тут. Так, надо идти проверить это озеро. Пока тишина. Вот очередное такое место, более берег хороший. И немножко решил поснимать. Здесь окушок или щучка ушла прямо из-под нога. Из берега была. Вот так я потихоньку еду. Если были утки, конечно, они вылетят, но почему-то их нету, наверное, здесь. Не знаю почему. И здесь не натоптано. Вроде как людей тоже не было. Местные, наверное, уже улетели. Местные. Перелетных пока нету. Там опять вот кустарники, трава. В этих местах они, может, тоже и сидят. Если не пуганые они, пока не наступишь на них, не вылетают. А с утра тоже крякаю там, сколько их пугало. Когда уже пришел на место, они прятались. Оказывается, по другому берегу, они возле берега, там вода, и по этой воде они
всплыли. Я очень далеко уже для стрельбы. Так прицелился, но уже не стал стрелять. Жалко, конечно, хоть заснять что-нибудь. Пока ничего не удается. Ну тут фигово вообще. Здесь хреново. Там на берегу тоже завалы. И снизу тоже завалы. Не знаю, здесь я выключу. Больше пока снимать не буду. Если не будет, то вообще не включу. А там уже на устье, где вот это озеро впадает на речку, маленькую таежную речку. Там еще, наверное, включусь. А тут тишина. Идем возле берега, там продолжаем идти. Везде все скрипит. Непонятно, что за звуки в тайге. То хруст, то ломается, что-то падает. То белка над головой. Ветер, не знаю, тучи собираются. Что несет, или снег, или дождь опять начнется. Не знаю, оно прохладно, может и снежок даже будет. Так, ладно, пока выключаю.